блядь, меньше убавить, то ни хрена не будет считаться. Прикольный вид. Что, друзья, заправляемся. РФ у нас работает. В нем 6 градусов тепла. На улице минус 24. Сейчас до полного заливаемся. Мы сейчас в Уфе. Дальше будет теплее. Смотрю погоду в Якутске, сейчас 36 минус. Что будет дальше, там не знаю. Ну а как вам дорожка на Якутск, блядь? Это такая практически вся, блядь. Остатки асфальта, вот видите? Вот 10 метров и все. Там опять какие-то колдоебины. И вот так половина дороги вот такой вот здесь. Как можно на шоссейной фуре тут ездить, передвигаться? Вот машинка тоже пятится назад. Подняться не можем. Сейчас одели цепи. Но цепи там все порваны, варены, не знаю, блядь. А что не провалить крылья, не порвали они. КДНки он просто. Одна в полгода проезжает, блядь. Вот первую увидим. Что ей, не знаю, сыпет, не знаю, не сыпет она. Ни самосвалов, ничего нет, чтобы вытащили хотя бы. Наверное. Вот 501 километр. Ни хрена мы не поднялись. И цепи ставили, и не цепи. Цепь вообще в жопу в сторону ведет. Вот коллега уже 3-й раз пытается заехать. Но что-то у него скорость уже маленькая какая-то. Резину мы не стали рвать. Вот тут одни осколки фонарей валяются. И один фонарь здесь разбитый был. И он что-то вообще уже там внизу погас уже. Будем сдать самосвал. Вот чуть-чуть поднимаешься, там еще поворот. Идет. Братан, остановись за нами, не перекрывай все движение. Все. Нет, нихуя не тягает. Чего, сдвигайся на обочине, будем самосвал дать. Смысла нет резину рвать. Сейчас еще никого нету, ни самосвалов, ни КДМ, связи нету. Вот коллега уже 5 или 6 раз пробует, ну, до половины доезжает, а ехать надо вон туда, вон подъем, вон до туда. Вон красная машина едет. А там еще и поворотик резкий, и опять подъем пошел, вон машины едут. Поэтому рыпаться нету смысла. Сейчас самосвал кто-нибудь подождем. Будем цепляться. Цепи не помогают. Цепи вообще жопу только сносит. Здесь тем более подъем и склон. Вот влево. Жопу разворачивает только. И все. Еще и цепи, блин. Фуфлыжные. Порвешь все брызговики, блин, и крылья, и все, блин. Вареные, если переводить.
заваренные, блядь. Фу. Короче, полностью Лопаткина. Щебеночки залезли вон оттуда снизу, вот отсюда. Сейчас жопу стаскивает. Первый самосвал поехал за 3 часа, блядь. Сейчас насыпемся. Вот еще коллега на трале не поднялся, пустой. Давай сюда, я тебя отнесу потом. Не, потом прицеплю. О, спасибо. С углем шел самосвал. Первый, блядь, за 3 часа. Связи нету, ничего нету, блядь. Пойду пешком. Ну оттуда поднялись. О, снизу аж. Вот осталось вам буквально, блядь, 100 метров. Сейчас. Так. Все, поехали. Вот. Один тащит, другой трос дал. Тряпочная херня, валялась какая-то. Тропа, бля. Назад. Все, и трос порвался. Давай. Стоп. Все, порвался, гнилой трос, блядь. Так, все, нас потащили. Даже этот трос умудрились порвать. Ничего, завязали в узелок. Че он дальше не тащил? Не хочет? О, братухи, что, колесо пиздо прошло? О, коллеги, колесу пизда. Да, пизда ему, колесу скажи. Колесо? Внутреннее, по-моему, пустое. Задний баллон. Что, ну будут вытаскивать или что? Здесь. Нет, сейчас, подожди. На эту хуйню, на, засунь его. Все. Ну все, вытащили уже нас самосвал. Пока вытаскивал, колесо спустил у него наружное. Оказался боковой порез. Двухногие, блядь, заебись идут. Трал он не стал вытаскивать. Попиздил дальше. И колесо он ставить тоже не стал. Видать, недалеко ехать. Вид, конечно, хороший. Связи до сих пор нет, хоть на горку поднялись. Местные так носятся, как черти. Вон там внизу машинки он едет. Тот коллега так и стоит на мане внизу. Тоже еще раз пытался за нами. Он даже до тут не доезжает, что там что-то подсыпать. Опять же он один. Это вообще неудобно. С одной стороны хорошо, когда вдвоем. По поводу ремонта что-то помочь. А по поводу жить вдвоем, вот это неудобно. Вот такой тут асфальт. Как выпал. Так и есть. Машины не те сюда посылают. Вот какие тут машины ездят. Перевал Тит.
такие машины ездят. О, самосвал. Встал. Сейчас, может, поможем ему. Что там перекинуть запаску. Фух. Сейчас на самосвале поможем открутить сорубочкой, болты сорвать. Заодно опробуем нашу новую моторубку. Сейчас пробуем, да? А удлинитель здесь вот на. А, это удлинительных не туда. Не, нормально. Нет, не туда. Обратно. Что, лучше крутится, чем того, да? Да все уж чай. Я только там, где, помнишь, блядь, мы хуярили на. Человек нам помог, мы ему теперь помогаем. Да. Без этого здесь никак. Здесь по-другому никак нельзя, блядь. Тут больше 10, что ли, гаек, нахуй. 12, наверное. Что-то упало там. Что там такое? Чё- Я не знаю, что у тебя падает. Что-то упало там. Ведро какое-то, что ли, чё, где у тебя? Так вот. Вылезли. Дальше вроде дорога ничего должно быть. Вот такой вид. Стоялочки здесь в самом верху. У меня бухта этого. Вот такой вот асфальтик тут. У меня бухта этого трасса, блядь. Вид, конечно, прикольный, но дорога здесь не в пизду, блядь, не в просторную, блядь. Ну ебать такой вид рассматривать надо. Ну да. Лучше. Можно встать и стоять, рассматривать вид. Не поднялся, блядь, стоит. Ждать, пока какой-нибудь самосвал поедет. Такой вид лучше по телевизору рассматривать. Забавьте, блядь, его поднимет. Опять, если у тебя есть трос. Если у тебя нет троса, у них тоже его нету, блядь. И бабки нахуй не нужны. Ну да. Здесь снежку навалено нормально. Почти доехали до Алдана. Сейчас будем заправляться на полных баках. Вон гора мощная, снежная. Здесь вообще, блядь, ужасная дорога. Как повернешь на Сковородиной вверх на Якутск, и все. И здесь дороги заканчиваются. Ремонтируют, а толку ни хрена нету. И все-таки прыжки тут, прыг, скок, го-го, блядь. Ручей текет. Даже зимой. Ебать, сколько. Вот так вот вечерняя красота Алдана. Деревца такие. Искусственное освещение. Вечер. Сейчас мы на заправочку залетаем. Заправляемся. До той заправки еще 200 километров до Улуса. И чайку надо попить будет. А то на морозе побегали. Смерзли чутка.
написано. Якутск 514 км еще, блядь, там. Вот такая дорога. Просто бульдозером почищена и все. Асфальта нету. Щебеночка неровная. Это вот постоянно такие клочки. Здесь уже еду. Сейчас сколько? Так, 6 километров вот такой. А это был такой отрезок 16 километров. Просто одно направление. Снежком припорошило и накатали. Вот такая дорога отличная. Вот тут такая вот дорога, блядь. Видите, на паром. То есть тупо даже развернуться нельзя будет нам. Проехали мы Нижний Бестях. Здесь, блядь, не то, что, блядь, на КамАЗе только нахуй ездить, блядь. Перевалы, блядь, переметы какие-то. Перекосы, машину вообще ломает вправо-влево. Вот. Буксует, уже блокировку включили, блядь. Я с блокировку уже еду, блядь. А без блокировки не едет, нахуй. Нет, колесо буксовать начинает одно и все. Вот как съехали туда, начали подниматься и все, она стоит, шлифует. Вот как тут даже не развернешься, блядь, вот где? Куда-то едем, блядь, и вот так вот надо 16 километров проехать. В каком-то поле. Показатель был паром сюда. Туда-сюда. Где тут еще? Нормально, тоже вот катаном. Вот здесь, наверное, разъезжаются, видишь? А там дальше уже хрен. Вот опять прыжки вверх-вниз. Собраться с мыслями и сделать себе новую татуировку. Не состарится. Чтобы меня, как и красавцев Лав-радио, слушала вся страна много-много лет. Прогуляться по центру ночной Москвы. Твои мечты. Ой, мама родная. Доброе утро всем. Прибыли мы к парому. 5 утра. Поспали, легли. Время 10:30 местное. Будем ждать паром. Где он, что он, хрен его знает. Как. Кто-то говорит, раз в сутки ходит. То что, короче. Никто ничего не знает. У нас вот 4 машинки стоит. Вся вот. Вот она. Лена. Вот тут съезжать будем. И заезжать. Ай. Вон там машинки какие стоят уже на льду даже. Легковые. А где паром, когда будет, что будет, пока ничего не известно. Так что стоим, ждем. Сейчас умоемся и позавтракаем, сготовим. На улице минус 25. Солнышко, вот время 10:30, солнышко только поднялось. Вот. Чувак сюда доехал с потерями. Дорога тут отвратительная. Ну, еще одна скамеечка стоит.
РФ у нас все работает. Ту-ту-ту. Заправились арктической соляркой. Сейчас посмотрим, что у нас тут РФ кажет. Вроде тоже нормально все, блядь. Вот вчера ехали, вот этот кошмар. Вроде все заебись. Так, вроде все хорошо. Хорошо. Все, ожидаем. Сейчас, скажем, запустим квадрик. Полетаем в солнышко. Не знаю, если, правда, будет аккумулятор хватать, потому что мороз сильный. Сегодня передают днем до 20, в ночь 31, по-моему, 32 градуса будет. Так, время у нас 5 часов вечера. Солнышко уже село. Вот пришел ледокол один. Позвонил нам грузополучатель, сказал, что сегодня парома не будет. Будет он только завтра вечером. Что-то он там на ремонте каком-то, что-то сломался. Короче, будем ожидать здесь. Машинки еще подъезжают. Там наша еще одна. Уже близко-близко. Вот он, ледокол приехал. Чтобы тут совсем не замерзала вот эта вот плотинка. Остальное все забито, все льдом, все замерзло. Мелких машин не видно вообще, может уже где-то ездят, не знаю, потому что тут стояли недалеко, прям на льду. Вот ледокол, видите, ходит. Будем ожидать. На улице сейчас минус 25. Ночью, не знаю, 33, по-моему, обещают. Ну и пока все нормально. Вот так. Вот он, скамейка стоит. Там еще скамейка, там еще скамейка. Там Рено, Америка. И еще кто-то там приехал. Ну да, чтобы не замерзало. А паром завтра вечером будет только. Вот так вот. Выстроились. И наша еще машина в Нижних Бестях приехала, там в магазине сейчас звонили. Закупятся, тоже приедут. Так что будем ожидать их. Ждем завтрашнего вечера, чтобы переправиться. Машины все обмороженные, парят. Вот какой-то джип там ползет еще. Охо-хо! Охо-хо!
так, в таких дебрях вот по бездорожью такому ехали.